Супер-ярмарка вакансий. Устроиться именно в нашем возрасте не так просто, 62 года. Поэтому, вот, допустим, любые вакансии. Почему организаторы решили перенести встречу на новую площадку? И что вызвало ажиотаж среди соискателей? Что общего между пиццерией и производством труб? Данные встречи очень полезные. Проблемы бизнеса во многим общие для предпринимателей. Их обсудили на встрече с депутатом Госсовета. Подержать в руках немецкий браунинг 40-х. Механизм работает, обезвреженный, можете посмотреть. И зарядиться поддержкой родных и близких. Новобранцы из Заинска готовы к службе. Какие ожидания у призывников? Это новости Юго-Востока. Здравствуйте. В студии Елена Золотарева. Еще в первом полугодии специалисты Альметьевского центра занятости отметили рекордно низкий уровень безработицы в районе. Тогда он находился на отметке в 0,21%, что в пересчете на население чуть больше 230 человек. Спустя 3 месяца статистика в процентах не изменилась, но был незначительный подъем в сентябре. Одним из рабочих механизмов трудоустройства граждан являются ярмарки вакансий. С начала года кадровый центр провел 14 таких встреч. Устроиться именно в нашем возрасте не так просто, 62 года. Поэтому, вот, допустим, любые вакансии. Владимир Куликов добавляет, главное, чтобы был надежный работодатель и хорошие условия труда. Владимир отдал предпочтение производственной сфере. Для себя работу хотел узнать. И сын 37 лет работает в Госстриме, хотел бы поменять работу, ищет работу, чтобы было оптимально. У него 2 детей, семейные, значит, как бы без вредных привычек. Найти работу безработным или найти место получше уже трудоустроенным, для этого ярмарки вакансий и проводятся в разных местах и в разных форматах. На этот раз, чтобы вместить всех желающих, встречу провели в ДК Невче. Уже 2-й год у нас так проходит, 2-й год подряд. Именно для того, чтобы укомплектовать кадрами организации, оборонные промышленные комплексы, сферу производства, сферу обслуживания. У среднестатистического горожанина, если он решит обратиться за помощью в кадровый центр, самый высокий шанс найти вакансию именно в производственной сфере. Пусть и не на самом производстве. К их услугам кадровые бухгалтерские службы, отдел маркетинга. Но все-таки промышленники испытывают потребность в рабочих руках. Альметьевский район подошел к началу года с рекордно низким уровнем безработицы, который не доходил до 0,20%. Сейчас он немного переступил порог. 0,21% или 237 нетрудоустроенных граждан. А самый активный участник рынка труда, по данным специалистов, работодатель. Пандемиями и прочими обстоятельствами работодатель сейчас очень нуждается в кадрах. Естественно, он проявляет больше инициативы в поиске, подборе, адаптации и прочих услугах, чтобы найти своего именно того самого специалиста. Но, по мнению экспертов, рынок в Альметьевске слегка перегрет. Предложение превышает спрос. Все участники выступают в 2 ролях. Каждый себе и продавец, и покупатель. Кадровый центр – площадка. Можно сказать, воплощение рынка труда. Предприятию нужно выгодно представить себя, как и потенциальному работнику. И только когда покупатель и продавец торгуются, тогда можно считать вакансию закрытой. И одни из самых интересных вакансий как раз-таки и предлагают производственники. С ними можно объехать всю страну. Сейчас у нас идут работы в Заполярье, потом Ямал, Красноярский край. Первую скважину мы внедрили сейчас, считай, на шельфе в Каспийском море. Эту ярмарку посетило 186 человек. 107 из них прошли на следующий этап, получили направление на трудоустройство, а 20 работодателей выставили 64 вакансии, 142 рабочих места. Тимур Туманов, новости Юго-Востока. В Альметьевске предпринимателей пригласили на встречу с депутатом Госсовета и лидером партии «Роста» в Татарстане Русланом Нигматуллиным. Диалог состоялся на площадке Центра развития территории роста. В работе приняли участие около 30 представителей бизнеса различных отраслей, от общепита и сферы оказания услуг до производства. Участники приехали из городов Юго-Востока, были участники из Альметьевска, Бугульмы и Лениногорска. Каждый мог задать вопрос или поделиться своей проблемой. Предприниматели подняли ряд проблем, в том числе и по вопросам налогообложения, мерам поддержки, которые будут взяты в работу. Получили ответ на вопрос, как открыть технопарк в Альметьевском районе и получить льготы. Многие хотят открыть производство, но это долго, сложно и
Сегодня как раз обсудим, что можно сделать для них, для того, чтобы этот процесс упростить и получилось все. Направим предложение в правительство и Государственный совет Республики Татарстан. Данные встречи очень полезны, когда любой предприниматель может задать тот или иной вопрос, озвучить его решение и, в принципе, мы сможем включить это решение в повестку на уровне Госсовета Республики Татарстан. Мы также поддерживаем предпринимателей в решении любых вопросов. То есть достаточно позвонить по номеру горячей линии омбудсмена Альметьевского региона, и ваш вопрос, конечно же, возьмут в работу. Также рабочая поездка включала посещение 2 компаний. Одна из них занимается производством изделий для труб, а также готовых и обсадных труб для нефтяной промышленности. Основная проблема сейчас, которую испытывает предприятие, это импортное оборудование, задействованное в производстве. И перед администрацией компании стоит задача замещения продукции, которая сейчас не поставляется в страну из-за санкций. Еще одной точкой посещения стала пиццерия. Гостям рассказали, что в городе планируют открыть еще одно заведение популярной сети. Сдерживает только дефицит кадров. В Заинском районе завершился ремонт дороги до села Соболеево. Местные жители ждали этого много лет. Дорога протяженностью около 2 километров была сильно разбита. Подробности у Елены Мавриной. Вопрос о ремонте 2-километрового участка дороги, ведущего к населенному пункту, жители деревни Соболеево Заинского района поднимали давно. За годы эксплуатации дорожное покрытие пришло в негодность и требовало ремонта, причем капитального. Дорожные работы были проведены в кратчайший срок. На данном участке дороги было выполнено фрезерование асфальтобетонной смесей, километр 907. Потом подготовка основания, выборочно была замена основания. Далее подготовка к укладке, и на данный момент производится укладка асфальтобетонной смеси марки Б2 толщиной 5 сантиметров. Подрядные дорожные работы провела бригада из 10 специалистов. Были задействованы 3 катка, комбинированные дорожные машины, укладчик, самосвалы. Работа была проведена в течение 2 дней. В планах управления автомобильных дорог на этот осенний сезон по программе ремонта и содержания сельских дорог ремонт участков 700 метров в деревне Карманово. Елена Маврина, Максим Майоров, Александр Тимофеев. Новости Юго-Востока. Крупная свалка была обнаружена экологами в Бавлинском районе. Несанкционированное складирование отходов находилось в Иссер-Гаповском сельском поселении. Площадь захламленной территории составила 2100 квадратных метров. Объем свалки 260 кубометров. Исполкому сельского поселения выдали предостережение о недопустимости нарушения законодательства, и сегодня свалка ликвидирована. А свалку в Альметьевском районе еще только предстоит убрать. Местные жители пожаловались на несанкционированное складирование отходов на бункерной площадке около Русского Акташа. Экологи выехали на место, и факт нарушения закона подтвердился. Общая площадь загрязненного участка составила 90 квадратных метров, объем свалки 60 кубических метров. На страницах газет «Знамя», «Труда» и «Альмет-Таннары» настоящая жизнь Альметьевска с успехами, достижениями и проблемами жителей города. Нас выбирает более 3600 читателей в Альметьевске и Альметьевском районе. Подписывайтесь и вы. Это можно сделать в любом отделении почты. А в редакции можно оформить альтернативную подписку. Это дешевле. Газету в таком случае будут доставлять в пункт выдачи возле вашего дома. Офис редакции расположен на улице Пушкина, 64. Подробности можно узнать по телефону 44 05 88. Главные события города, района и всего Юго-Востока есть на нашем сайте. Если хотите оперативно следить за новостями, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Предложить тему для выпуска можно, написав нам в WhatsApp. На сегодня еще не все. Вернемся после перерыва, и вот о чем расскажем далее. Игра для любителей классической литературы. Преподаватели приняли участие в конкурсе «Посиделки Баттл». Подержать в руках немецкий браунинг 40-х и зарядиться поддержкой родных и близких. Новобранцы из Заинска готовы к службе. Какие ожидания у призывников? Дважды в год студентов Заинского политехнического колледжа приглашают на День призывника. Мероприятие проходит в учебном заведении, где о военной службе ребятам не только рассказывают, но и показывают, как защищали родину их деды. Механизм работает, обезвреженный он, можете посмотреть.
Будущим призывникам и тем, кто через несколько дней уходит в армию, показали немецкий браунинг, который поисковики нашли в этом году на раскопках. Выставка экспонатов Заинского поискового отряда гвардии встречала всех, кто пришел в колледж на День призывника. Среди них Рамис Ибрагимов и Егор Карпов. Выпускники политехнического колледжа, а по совместительству друзья и участники поискового отряда. Медкомиссию прошел хорошо. Попасть хочу в спецвойска. Я занимаюсь поиском и захоронением без вести пропавших бойцов Великой Отечественной войны в Сталинграде. Занимаюсь этим с 14 лет. Начал ездить со школы, потом также ездил, когда учился в колледже. Ездил уже 8 раз. Выпускник колледжа Егор Карпов уйдет в армию 16 октября, чуть раньше своего друга. 5 лет является курсантом поискового отряда. Будет служить в специальном отдельном поисковом батальоне в Санкт-Петербурге. Настроение боевое. Медкомиссию прошел хорошо, категория 1. Я сам поисковик, езжу в Волгоград на раскопки. Провожать в армию будут все гвардейцы поискового отряда. Мне, конечно, их будет не хватать. Ребята уходят. Считай, они ездили со мной кто-то 7 лет, кто-то 5 лет. Это руки отряда. Они уже знают по полю, как искать и где искать. Они видят уже, как происходили бои и на каком месте примерно ориентироваться. И его навыки, конечно, пригодятся, которые он здесь прошел. Показать, как там работать надо по именно археологии. Будущие призывники встретились с ветеранами военной службы и участниками специальной военной операции. Будущим призывникам пожелали успешной службы. Елена Маврина, Максим Майоров, Александр Тимофеев. Новости Юго-Востока. В Альметьевске состоится всемирная образовательная акция «Татарща диктант». Она будет проходить с 13 по 15 октября. Акция поможет жителям города проверить свою грамотность и обогатить лексикон. Диктанты будут писать во всех 63 образовательных учреждениях города и района. А также «Татарща диктант» будет транслироваться в 13 часов на телеканалах ТНВ Татарстан и ТНВ Планета. В 2022 году диктант писали татары из 31 страны и 74 регионов России. За 7 лет проведения акции в ней приняли участие около 1 миллиона человек со всего мира. Игра для любителей классической литературы. Учителя 11-й гимназии и педагоги, ушедшие на пенсию, продемонстрировали свои знания в области классической литературы. Преподаватели приняли участие в конкурсе «Посиделки Баттл». Об этом подробно расскажем в сюжете. Круто вы попали на баттл! Литературный конкурс «Посиделки Баттл» прошел в 11-й гимназии. В роли главного судьи выступила автор проекта Сария Закирова. Женщина рассказывает, цель конкурса – пробудить интерес к классической литературе. Впервые он прошел в 2021 году, с тех пор набирает популярность. Интеллектуальные состязания прошли уже во многих городах Татарстана. Главный плюс – участие могут принять все – школьники, студенты и старшее поколение. В отличие от других соревнований, правил тут немного, но все же они есть. У нас должны все читать книгу. Книги читать, потому что у нас интерактивная жизнь, все сидят в интернетах, у всех на руках телефон, а классики остались где-то в книжных полках. Вот мы решили, чтобы все читали книги. В этот день участие в конкурсе приняли 2 команды. Первая – «Жемчужины». В ее составе преподаватели 11-й гимназии. Вторая – «Умница 80-х». В этой группе педагоги, ушедшие на заслуженный отдых. Всем им предстояло пройти нелегкие испытания. Из отдельных слов собрать стихотворение и назвать автора, узнать поэта по портрету, продолжить поговорку и даже посоревноваться в татарской версии игры «Колечко». Мне понравилось задание, которое задали им, называется «Язык Салыш». Язык Салыш – это игра, в которой один человек раздает всем кольца незаметно. Одна из ветеранов гимназии – Гульнафис Хуснудинова. За ее плечами более 20 лет педагогического стажа. На приглашение поучаствовать в литературных состязаниях женщина согласилась без раздумий. Ведь именно здесь, в стенах гимназии, она вспоминает свою молодость. Пригласили на баттл. Это даже удивительно было, потому что мы уже сколько лет не работаем. Здесь я не работаю, но все равно удивительно, конечно, что нас не забывают, приглашают, общаемся.
По итогам конкурса все задания были успешно выполнены. Участницы получили одинаковое количество баллов. Победила дружба. Марина Алтунина, Наталья Лакомкина. Новости Юго-Востока. Редакция газеты «Знамя труда» совместно с Управлением образования и Управлением по делам детей и молодежи проводит творческий конкурс «Мой наставник». Для участия нужно предоставить прозу или стихотворение, посвященное учителю или наставнику. Заявки принимаются до 20 декабря. Произведения будут опубликованы на страницах газет «Знамя труда» и «Альмат-Таннары». К участию приглашаются школьники, студенты и представители работающей молодежи до 35 лет. Лучшие авторы получат возможность пройти творческую стажировку в редакции. Все подробности и форма заявки есть на сайте и в наших группах в соцсетях. Если смотрите нас в интернете, пишите в комментариях, понравился ли вам выпуск, остались ли вопросы к сюжетам, пожелания или темы для новых материалов. Нам очень важна обратная связь с вами. Это сделает нашу работу лучше. А на сегодня у меня все. Я прощаюсь с вами и желаю только хороших новостей.